Selam aleyküm, hürmetli vatandaşlarımız. Şimdi siz gördünüz rолик, blokadный ролик gördünüz rолик Верховной Радада olgan roliklerden gördünüz. Çoktan sizden böyle sübetleşmek olmadı. Başka bir işlerimiz var idi. Ama da şimdi bunu vaktlarda oraya spesialne çıktık sizden sübetleşmeye. Vaktimiz oldu da rolik görgen son biraz sizin tanıştırma isteyeyim. Bu batalyon olgan hazırlardan, askerlerimizden. Buna sağ taraftan Mamet, Novalexeyevka'dan İsmet. Aleykümselam buna Rustem. Bu taraftan Haytarma. Bu taraftan Salih. Bundan sonra şimdi Rusça geçebiliriz. Şimdi kendimle çoklarımız, vatandaşlarımız Tatarca laf etmeler ama da çoktan yavaştan öğreteceğimiz. Tatarca da böyle biraz değiştirme yapacağımız. Tatarca da, Kazakça da, Украинча нас isteseniz. Теперь перехожу на русский. Много изменений прошло, поэтому хочу чуть-чуть доложить, что происходит. Вам всем интересно, что мы здесь делаем, что происходит вообще, куда переформатировалась блокада. Хотя Рифатага об этом говорил Мустафага, говорил я, где мог, старался, говорил об этом. Но еще раз хочу сказать. Блокада перешла в формат гражданского объединения, которое будет стоять на КПВВ. Это то, что вы, когда проезжаете, каждый из вас видит, наверное. Помните, там вы проходите прикордонников, потом проходите таможников, потом выезжаете в Вильную Украину. Когда из Крыма едете, обратно, получается, также таможники, потом прикордонники, потом вы заезжаете в Крым. Вот между этими вагончиками, двумя постами, становимся мы. Это Аскер, это гражданское объединение Аскер, в которое входят и крымские татары, в том числе, большинство там крымские татары, и вся Украина, которая представлена из всех национальностей, которые здесь есть. Самое главное, что они себя чувствуют так же, как чувствуем себя мы. То есть они хотят вернуть Крым и сделать так, чтобы выполнялась постанова, вот эта вот последняя Кабинета министров, которая 1035А называется, в которой гласит, что можно, что нельзя на контрольно-пропускном пункте временной административной границы с Крымом. Все, что сейчас происходило до 15 числа, это происходило в формате все-таки добровольческих вещей. Сейчас уже происходит в законодательном формате, существует постанова, и поэтому над его выполнением будем мы следить. Но это не только одна из тех функций, которые будет выполнять Аскер именно на КПВВ. Аскер будет выполнять, это гражданское объединение Аскер, будет выполнять функции помощников вам всем крымчанам, которые будут заезжать или въезжать. Ну что греха таить, вы все часто въезжая, выезжая, многие из вас сталкивались с тем, что и на украинской границе, на нашей вильной границе, которая, так можно сказать, с вами не совсем, может быть, корректно обращались. Были такие случаи, когда вы ехали и туда, и обратно. Я не буду сейчас кого-то винить, кого-то оправдывать. И так мы все знаем. И сейчас не время нам выяснять, кто прав, кто виноват. Но с этого дня, уже с 15-16 числа, там несколько пунктов позже будут запуститься, но уже будет отвечать гражданское объединение Аскер. Она внутри добровольческого батальона Намана Челебиджихана, это взвод Аскер, который будет выполнять эти функции. Эти ребята обучены, эти ребята научены тому, выполнять определенные функции на границе, вы увидите. Но основная функция у них, кроме там функций борьба с сепаратизмом, там выявлением неопределенных там элементов, которые там будут, основная функция нет. Основная функция сделать так, чтобы вы чувствовали себя, когда вы идете домой и когда вы возвращаетесь из дома. То есть мы сделаем так, чтобы вам там было комфортно. Вы можете остановиться в этом вагончике, вы можете задать вопрос. Мало того, у вас куча проблем постоянно, свидетельство о рождении, которое вы не можете получить в Крыму. Вы можете обратиться к представителям гражданского объединения Аскер прямо там на КПВВ. Можете оттуда позвонить, можете сказать о том, что вас притесняют. Мы все это будем протоколировать. Если нужно будет к этому времени, когда вы будете выезжать, если будете заранее об этом говорить, мы будем приглашать туда сотрудников определенных служб, в том числе медицинских служб, чтобы с вами поговорили. Может быть, вам психолог понадобится. Не знаю, сейчас даже гадать не хочу. Мы сталкиваемся здесь со всеми возможностями и даже невозможностями, то, что представить могли, проблемами, которые у нашего народа возникают. Понятно, что пока в таком формате, как гражданское объединение. Но это уже большой сдвиг в сторону того, чтобы сделать так, чтобы мы, крымчане и крымские татары, в первую очередь чувствовали себя, все-таки, когда мы выезжаем и заезжаем, все-таки именно гражданами Украины. И чтобы мы знали, что мы единое целое с Крымом.
а мы с вами единое целое, без Крыма мы себя не представляем. Поэтому, находясь там, обращайтесь, дадим вам телефон, в конце эфира будет телефон, вы сможете его задать. Сейчас у вас должна быть бегущая строка, я ее вижу, нет, внизу. После того, как мы поговорим с вами, после того, как я вам объясню, что дальше будем делать, с батальоном несколько слов скажу, вы можете звонить, желательно, чтобы вы отходили от телеэфира, от телевизора. Потому что вы будете слушать только то, что я вам буду говорить, или будут говорить аскеры батальона, тогда мы будем нормально общаться. Стоять возле телевизора, будет шум идти, и вы будете слышать себя, вы будете через 3-4 секунды. Это задержка так называемая. Вот. По поводу батальона, теперь хочу сказать. По поводу батальона идет нормальный процесс набора, составления списков тех людей, которые уже здесь находятся, подготовка этих людей. Ждем номер воинской части, согласовываем определенные тонкости этого процесса. Процесс идет, движется в нужном направлении. Он бюрократический, медленный, но поверьте, и Рифатага, и Мустафага, мы прикладываем все усилия для того, чтобы это все произошло. И Сагол-Санлар, все те, кто помогает сейчас формированию батальона. Все те волонтеры, которые помогают. Бзынхалхамыздан, с нашего народа, тот, кто приезжает, помогает. Если без этой поддержки мы бы давным-давно здесь уже не стояли, мы бы не смогли бы протянуть столько времени. Если бы не было народной поддержки именно нашего народа. В первую очередь крымским татарам, конечно, Чохсала. Это то, что касается батальона. Теперь то, что касается того, что происходит у вас сейчас в Крыму. Вы помните, не помните, в самом начале вот этих вот всех вещей, всех наших эфиров, я много раз говорил по поводу того, что будет происходить дальше. Я говорил о том, что будут ломать психологические косточки ваши каждый день по чуть-чуть. Будет работать машина по приведению вас в чувство до того состояния, чтобы вы могли уже в форме манкуртов внутри русского мира чувствовать себя целостностью русского мира, так называемой. То есть вы должны были потерять проукраинскую, прокрымско-татарскую идентификацию. То есть вы должны стать были манкуртами. Я об этом говорил. И сейчас вот то, что эти обыски прошли, 12 обысков, которые было у крымских татар, и то, что мы слышали от муфтията, то, что муфтият заявил, что это Хизбут Тахрир или какая-то еще организация. Вот для нас, для всех, мусульмане не имеют никаких организаций. Все мусульмане одинаковые для нас. Одни могут левой рукой амин делать, другие правой рукой, двумя руками. Одни могут читать перед джума намазом фарз, другие могут не читать сунну. Это все дело каждого. Никто из нас не знает, чей намаз принят, а чей не принят намаз. Но в ФСБшных джами, в которых правят ФСБшники и раздают фетвы от ФСБ, в которых зачитываются вам перед хутбами, зачитываются васы, в том числе о том, что не надо выходить на блокаду, не вступайте в батальон имени Ислямова, оказывается, хотя, еще раз, это на имени Баднамана Челебеджихана, Шахид Лермзан Адалладан был на батальон. Поэтому не думайте, что это батальон Ислямова, или там Рустема, какого-то Серабелялова, или кого-то еще. Это имени Намана Челебеджихана. Здесь мы идем восстанавливать Крым, права наших крымских татар в Крыму. Поэтому все эти фетвы, которые вы там слушаете, вставайте с этих намазов и уходите. Я не буду сейчас в теологию ислама уходить, но я знаю нашего Имирали Эфенди, который обещал нам всем в свое время, когда говорил, что не переживайте, и представители Хизбут Тахрира, и всех остальных 73 настоящих тарикатов ислама. Я никому не дам в обиду вас, никого. Бұрсач все мусульманлардан, мен ұқсачлардың барып, ерге қоярым деген лафлар бар еді. А сейчас мы видим то, что происходит сейчас, это когда заявляют, что Хизбут Тахрир каким-то образом провинился, и эти семьи должны пострадать. Это настоящий геноцид против мусульман Крыма. Для нас не важно, если хотел бы Имирали Эфенди с ними поговорить, или с ними каким-то образом не может он им помочь, пусть он пришел бы сам, или представители 50 имамов, которые есть в муфтияте. Если вы так уже сатылды нас до такой степени, хотя бы один-два из вас юрекли адамлар олса, варны санда турныс уларны чинде, туртун олған вақтыда турныс санда, улармен берабер олыңыз, улардың балачықларын қолыңызда алыңыз. Оле аннасам олар еді. А когда вы отсиживаетесь в муфтияте и оттуда фетвы выпускаете, или под вашими именами фетвы выпускаются, это вы, значит, уже отдалились от народа. Значит, вы пытаетесь сделать барьер
между одними мусульманами, между другими мусульманами. Такой муфтият нам не нужен. Я отсюда заявляю вам вот то, что я вам говорю от себя и от всех ребят. Если мусульманин читает намаз, никто не знает, чей намаз, когда кем принят. Но под ФСБшными джами, мы все здесь считаем, мы все признаем, что ФСБшный джами в Крыму не будет. Это временный отрезок времени, который мы сейчас переживаем. Вы думаете лучше о том, когда мы вернемся туда, как вы будете оправдываться, как вы будете нам всем в глаза смотреть. И собственным детям, и собственным внукам они откажутся от вас. Я знаю мамов, которые сюда выезжают, которые мне говорят: Ленурага, бахнас быс, бу ерден, бу шеерден, быс бармайханда. Топлашуларга вармайх. Бус озымыздың джамилерімізде иман олайық, озымыз баш олайық. Я сейчас часть крымско-татарского говорю, часть на русском говорю, потому что некоторые вещи касаются только крымских татар, поэтому я им говорю, чтобы они это понимали. Это всем тем, кто на остальной вильной Украине слушает нас. Поэтому это не в обиду будет сказано. Некоторые вещи оскорбительные есть, которые мы хотим, чтобы осталось именно между нами, внутренними нас, крымских татар, интересующими вещами. Хочу вам зачитать одно стихотворение, которое написала девочка с Крыма, крымская татарка. Вот сегодня я его получил. Это стихотворение. Для того, чтобы вы, послушав его, поняли, насколько вот те, кто думают, что они сейчас выполняют какую-то функцию представителей от народа, находясь в Крыму, пусть послушайте эти стихотворения. Их нельзя было просто так сочинить, не имея сердца. Послушайте, вся Украина послушайте. Второй год оккупации Крыма, 2016 год. Тоскует Крым по прежним дням, по круглосуточным огням. Он оккупирован в тисках, всех обуял зловещий страх. А Путин счастлив, Крым забрал, войной Европу насаждал. Везде шпионы ФСБ, свободы слова нет в стране. На полуострове погром. Перемутили все кругом, добро чужое деребанят. Про украинцам сердце ранят. Кто в чудо верит, ждет упорно, с Россией чаша будет полной. Забудьте Крым, хохлам язвят. В ответ им санкции спешат. Крым в России нищета. Богатым прихвостям лафа. Зато народ кричит: ура, непобедимая страна. Кто предал землю, свой народ, клеймо предателя, прям в лоб. Бежать придется, не дадут. На суд народный призовут. Кто предал землю, свой народ, клеймо предателя прям в лоб. Глаза бы правде всем взглянуть и кое-кому мозги встряхнуть. Тогда, быть может, и поймут, в каком болоте все живут. Татары знают, пахнет чем. Опять попали в русский плен. Не преклоняясь, терпят, ждут, что батальоны к ним придут. Свои защитники, родные, кто не предаст народ отныне. Хвала героям здесь, сейчас, ведут борьбу вдали от нас. Потомки главного имама, непревзойденного Намана, спешат на помощь. Цель одна – забрать свое у силы зла. Аминь. Вы это придумать было нельзя. Это сделала девочка Машала Чохсагул. Вот она, наверное, сейчас нас слышит от всех, от нас, от бойцов Наман Шербиджихана, батальона Чохсагул. Это действительно для нас вселяет нам действительно то, что мы действительно идем к вам, к своим детям, к своим племянницам, своим сестрам, своим братьям. Я бы хотел, чтобы вы позвонили, поговорили, я не знаю, включили периодизацию, не включили, по-моему, не включили периодизацию, я не вижу звонков, не слышу. Попробуйте набрать на переадресованный номер, попробуйте. Вот этот номер наберите, который там. Наберите. Переадресация не работает, да? Нет переадресации. Ну вот, не могло быть ни одного звонка за столько времени. Сейчас момент. Давай, пока мы здесь говорим, да. Скажи пару тоже слов. Молодой парень, я представлю, молодой парень с Новоалексеевки, который один из первых пришел, когда мы уже стали формировать батальон, один из первых, кто пришел и стоит здесь и на морозе, и на ветру,
с нами вместе, и все его командиры, которые его взвода, все его хвалят, потому что действительно настоящий такой боевой парень оказался. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Сера. Аузу биллахи минаш шайтанир раджим. Бисмиллахир рахманир рахим. Я бы хотел всех поприветствовать Кульсум где? Элеонор, наберите от Эльмас, всей души, всех она братьев перерегистрацию мусульмане сделала. и сестер, и соотечественников. Как говорится, А? хотел бы пригласить вас в наш батальон. Приходите, научимся вместе, как защищать свою родину. Каждый мусульманин должен защищать свою семью, чтобы завтра мы не боялись разговаривать на нашем крымско-татарском языке, чтобы, иншаллах, завтра мой ребенок не боялся мне сказать «баба» превселюдно. Не было притеснений в Крыму. Мы Там. все продвигали ислам, все работает, чтобы, иншаллах, все было у нас хорошо. Приходите в батальон, Исмет уже. еще раз повторю. Салмус. Все, Исмет. Можно, да. Ассаляму алейкум, сайва джамат. Добрый всем вечер. Хочу так вот сказать, что у меня на душе. Вот, будучи еще ребенком, я еще как бы этих вещей не понимал. Но со временем, по истеку времени, знакомлясь со своими родными, общаясь со стариками нашими, дедушками, родителями, пришел к тому, я понял то, что наш народ действительно страдал. все, Очень набери сильно ко мне вот страдал, на болезненно телефон страдал. блокады, который был. Было излито много слез нашим родителям, еще, даже дедушкам. Телефон блокад. Я считаю, что каждый татарин, у которого есть ноги и руки, должен обязан быть здесь. А кто сюда кто не сторонник этого, я думаю, это плевок в лицо своим родным. Вот так, у меня все. Ассаламу алейкум, сайгыл джемат, урметli vatandaşlarımız. Воспользуясь этим моментом, хочу сказать, обратиться к народу крымско-татарскому. И тот, кто оккупировал временно мой дом, мою землю, моих родителей, близких и родных. Тот, кто ошибается, тот, кто боится, ради Аллаха не сейте смуту и не тяните с собой туда, куда не нужно тянуть. Не отговаривайте людей. Те, кто хочет присоединиться к нам, мы всегда рады тем, кто с нами. А кто не с нами, тот против нас. Амин. İnşallah Allah hoş eylesin hepimize. Sağ ol. Sağ ol. Selamun Aleyküm sevgili saygılı milletim, halkım, ailem, kartlarda, yaşlarda. Biliniz ki bu gelişmeler o kadar vasiyetini çekti de bizim halkımız. Ama gözümüzün o güne daha Да, дозвонились. açıktan açık laflar bitmegen birikimde. Алейкум салям. Сейчас можете через еще раз набрать, пожалуйста. Kendi kendinize sual verin. Yalan yolunda ben yürüyeyim ya da doğru yolunda yürüyeyim. O laftan göre özünüz fikrinizin ve niyetinizin saklap sonuğa bekim yeterek. Allah kısmet etse. Исмет это. İnşallah kısmet etse buna böyle de adamlar var. Gerek müsaade sözler. İbere de akılsızlıktan. Dekin cahillikten değil. Ya bizim dedelerimize gerek edemem. Ya 37 senesine o kadar rastral geçirken adamlara gerek edemem. 28 senesine. Onlara da bekim gerekmez dedi. Ama onlar halkının geleceğini düşünüp bozun temelinden işini yapar ediler. İnşallah kısmet etse bana bizim ağa kardeşlerinin hürmet birbirine yazgan, hürmet birbirine niyetlegen adamlarına beraber koşulup bu işin temelinden sonuğa çıkacak olanız. İnşallah kısmet etse geliniz, unutmanız bizleri de.
Geliniz birileriyle beraber olayıq. Bir şeyden korkunçulu bir şey yok. Bu da kartı babalık yapar, yaşı oğlanlık yapar. Bir şeyden de korkmanız milletin. Allah'tan bak. Andaki halk iyi mi? Allah'tan gayrı ilahi yok. Sağ ol. Sağ olunuz yani. Ассаляму алейкум, добрый вечер. Я вот поддерживаю Хайтармы слова. И хочу еще добавить, почему вот мы вот должны вот тут вот, местные, там с Крыма пару людей, должны быть тут, а вот крымчаки очень мало приезжают. Чего вы боитесь? Все равно вас ФСБшники посадят, убьют. Все они будут делать, чтобы вы не проехали. Приезжайте все сюда, чего боитесь? Почему мы должны тут... Вот у командиров дети, жена, по 3 детей, они вот тут вот с нами нас тренируют. А вы боитесь почему-то. Сидите на диване, кушаете лепешки, чебуреки и боитесь сюда приехать. Сюда все едете. Не бойтесь. Нечего бояться. Всё. Да. Я там просто добавлю, да, то, что сказал Сали, да. Сейчас ехать всем не надо, конечно, всем сюда. С Крыма ехать всем не надо. Батальон получит номер воинской части. Вы уже все получили повестки в русскую армию, наверное. Там уже многие сейчас, кто смотрит, получили уже повестки. Знаете, что у нас уже 3 семьи прошлогоднего призыва не могут найти собственных детей. Это крымские татары, крымцы. Не могут найти. Я сейчас не буду говорить, потому что мы будем перепроверять эти еще и данные сами по своим каналам. Но, чтобы вы знали, вас отправят или в Сирию, вы нигде там не будете служить там в Кремле там, или там в каком-то кремлевской роте. Нет, вы будете там, где горячо. Или в Сирии вас поставят против наших братьев-мусульман, или вас отправят в Украину, отправят в Донецк. Чем быстрее вас там прибьют, тем для Кремля лучше. Поэтому не тешьте себя иллюзиями, что вам там на белом коне в горцующем будут вам на Красную площадь пускать. Нет, ваше место будет там, в общей могиле, или в Сирии, или в другой горячей точке, которая сейчас Донбассом называется. Поэтому собственных детей, не думайте, что вы каким-то образом откупитесь там. Военкомом всем получен приказ. Ни одного крымского татарина не отмазывать ни за какие деньги. Потому что в военкомах будут сажать нещадно. Поэтому сборы и сделаны. До 50 лет там, вы знаете, уже мобилизация. Не потому, что там что-то им надо. Нет, они всех вас хотят причесать, пристроить, чтобы вы не могли выехать сюда. Мало того, запугать. Вот эти вот баражирования вертолетов над домами, что аж крыши трясутся в домах. И вот это вот прогоны воинской техники. Это все игра мускулами для того, чтобы показать всему миру, и в том числе нам здесь, крымским татарам, крымцам, которые здесь стоят, чтобы мы вот можем зайти. Запомните все, кто так делает. Мы не боялись и в 783 году, и не будем бояться сейчас. Ну-ка, то, что там позор был по Кучук-Наджитскому договору подписан, но больше таких договоров подписывать с русским никто не будет. И турков тоже предупреждаем, которые там думают, что мы испугаемся крымские татары. Мы этот раз собственную судьбу будем вершить сами. И Крым будем освобождать первыми. Поэтому батальоны формируем мы здесь. Чтобы мы здесь будем входить в Крым. Всем тем, кто думает, что там сейчас пока поломают косточку, а потом замучают в крови, затопят крымских татар, знайте, если это будет происходить, мы зайдем раньше. Зайдем вместе с украинской армией, раньше зайдем. И поверьте, мы готовы умирать там. И за собой будем сотни жизней забирать. Тех, именно кто глумится над нашим крымско-татарским народом. Чтобы вы это знали. И мы абсолютно никаким образом ни к русскому народу, ни к какому-то другому народу ничего не питаем плохого. Но те, кто убивал крымских татар, все, кто будет проливать кровь крымских татар и крымцев, и крымчан, которые там находятся, и украинцев в Крыму, мы будем с ними нещадно расплавляться. У нас свой будет к ним суд, никакой не другой. Поэтому прежде подумайте, если вас там в следующий раз будут отправлять вот на такие обыски, это Беркута касается, это касается всех тех ФСБшников или прихвостней, которые там их взяли сейчас. Мы уже ваши фотографии видели. Вот те, которые ездили туда, мы вас уже знаем. И с вас будет спрос отдельный. У вас есть время еще подумать. Лучше ползите, выбегайте сюда как угодно. Делайте. На колени вставайте тем семьям, у которых вы делали обыск. Просите прощения, не зная, если они вас простят. То только эти семьи могут вас спасти. Вот всех тех, которых вы наказывали. Вот Ахтема Чайгоза семья вас может простить за вас. Больше никто вам не поможет. Только эти семьи. Поэтому все, что угодно делайте. Старайтесь, чтобы эти семьи чувствовали себя хоть как минимум менее опасно. Как вы безопасно все равно не сможете сделать с ними. Все те, кто думают, что они
договорятся с Аксеновым, договорятся там с Ремзи Ильясовым или с Муфтием. Вы видите, Муфтий говорит одно, все хорошо, прекрасная маркиза, а здесь идут обыски. Вы видите, что Буджурова придет к Аксенову, но на следующий день у нее идет обыск у Романа. Это не работает. Это параллельные структуры, параллельные миры. Механизм геноцида крымских татар и украинцев в Крыму, он запущен. И никто из этих марионеток, которые представляют фронтлайн, как бы изображают, вы вспомните песню Макаревича. Куклы в клетке, все они марионетки. Помните, да, вот это то же самое. Поэтому это только ширма для всех остальных. Дальше идет механизм. Все, этой ширме дали возможность награбить. Но это ширма, которую Ремзи Ильясов и все остальные Константинов, одну вещь пусть помнят. В Российской империи всех этих губернаторов и всех этих там председателей выращивали как гусениц в дупле. Они выращивались, нажирались всем, набирали у всего все, а потом их определенным образом дятел приходил и выковыривал все с одним ударом. Это и Аксенову касается, и Константинова, и Ремзи Ильясова касается. И теперь уже и касается нашего псевдомуфтия, который за нарезанную бумагу продает свободу крымских татар. Я даже не сомневаюсь, что прежде чем пойти обыски у этих крымских татар, с муфтием согласовали списки, кому они пойдут. Однозначно согласовали. Зная, что они пойдут туда, муфтий не должен был никаким образом проявлять себя. Я знал другого муфтия. Я знал того муфтия, который любил крымско-татарский народ. Я знал того муфтия, который плакал на намазах, на джума-намазах вместе с крымско-татарским народом. В день Намана Челебиджихана или в день рождения пророка плакал. Плакал на худбах, плакал на джаназе, вместе с народом был. И говорил, что любимая поговорка нашего бывшего муфтия «Дели дустан яхше, душман яхше». Это так. А сейчас мы то, что видим. Крым дели дост. Пока еще не поздно, все, кто в муфтияте, опомнитесь, напишите заявление и уйдите оттуда. Уйдите, чтобы наши могилы потом не раскапывали и не плевали вам в лицо. Пока еще у вас лицо там будет. Это самое малое, что с вами могут сделать потомки. Опомнитесь. Все, кто против Мустафага выступает сейчас там в Крыму и говорит там похабные слова, вы его такого мизинца края не стоите этого человека. Вы не стоите тех членов Меджлиса, которые здесь работают в Украине, те, которые специально ездят по всему миру для того, чтобы спасать то, что осталось от нас сейчас в Крыму. Все те, кто работают сейчас на госслужбах, просите, умоляйте кого угодно, что угодно, пусть за вас просят. Мы тоже, если вы будете оттуда выезжать, пишите заявление, уходите. Мне стыдно за вас. Не позорьте вы наш народ. Вас мало. Вот смотрите на тех, которые здесь, в палатках, в холоде, но мы будем освобождать Крым. Вы думаете не о себе сегодняшнем, не о сегодняшнем, то, что вы поедите и то, что вы наедитесь. Харабамай тереда, бейда, вхареда адам, бырданих казан ашнен тоя. Вы что, больше сидите, что ли? Больше унесете? Сізден беттелер біші алып кетмеділер бұл башқа дүнияға. А муфтий, в первую очередь, пусть подумает, для чего он муфтий. Нас всех спросит, конечно. Жунақларымыз бар. Но сізден сұрағаны Алла көстермесін асықасын башқа кімгедір да. Яхшы, звоните. Отходите от телевизора, я уже знаю, я пропустил кучу звонков. Сейчас. Да, алло. Алло, добрый день. День добрый. Ну, я правильно попал? Это на передачу. Да, на передачу да, попали. Я слушаю вас. Вы от телевизора, отойдите от телевизора, пожалуйста. Всех предупреждаю. Отойдите и сразу говорите. Ты, мама, я горжусь с вами. Все, Савом. Я... Все, отошел. Говорите, да, говорите. Ага, давайте. Я по национальности добавляюсь, но наблюдаю за вами давно, за крымскими татарами. Еще читаю истории из Гасприйского, как он был отец турецкого народа по всему бывшей империи. Я не хочу вам вопрос задавать. Я просто горжусь с вами, с крымскими татарами. Я больше 2 лет за вами наблюдаю. Там, кто ребята сидит, от меня всех им великий салам. Алейкум салям. Да, Аллах вам поможет. Аминь. Çok sağ olunuz. Çok sağ olunuz. Аминь. Алло, говорите. Алло. Алло. Вы в эфире, говорите. Алло.
Да-да, Алло. Добрый вечер. вечер добрый. Это вас беспокоит Украина, Хмельницкий. Да, приветствую, Хмельницкий. Зовут меня Софья Николаевна. Добрый вечер. Да, говорите, Софья Николаевна, мы вас слышим. Я прожила 52 года в России, 40 лет из них в Москве. Я вернулась на свою родную Украину. И хочу сказать, дорогие вы наши, держитесь. Я помоложе. Я бы первая пришла на помощь. Моя мама родилась в Крыму, в Балаклаве. Это было 100 лет назад. Она мне рассказывала, да все время там везде были только татары. И никто не обидел ее. А сейчас я хочу сказать, вот этого Громлина и Няшу. Я понял, спасибо, я понял. Громлина и Няшу повесьте на первом столбу и режьте по куску и плюйте на них. Хорошо, спасибо большое, спасибо. Дай вам Боже здоровья, родные вы наши. Спасибо большое. Счастья вам, победы. Победы. И чтобы вы жили на своей земле. Спасибо большое, спасибо. А то... Все, алло. Алло, вы в эфире, говорите. Добрый день, добрый вечер. Вечер добрый. Меня зовут Денис, я сам проживаю сейчас на оккупированной территории в Луганской области. Да. И я хотел бы вступить в ваш батальон. Дело в том, что я звонил, обращался в военкоматы на территории Луганской области, которая есть подконтрольная Украине. Они сказали, что я не имею права служить в украинском батальоне, который стоит на территории там Луганской и Донецкой области. Как найти батальон ваш, я не знал, это сейчас по телевизору увидел вашу передачу, решил позвонить и уточнить. Хорошо, а вам сколько лет? 26. Ну вы можете, да, вы можете. Если вы гражданин Украины, вы можете к нам присоединиться, конечно. Конечно, вы... Все, приезжайте сюда на Чонгар, приезжайте, возьмите военный билет, возьмите паспорт, приезжайте сюда, мы с вами поговорим. Это в один день не произойдет в любом случае, но приезжайте, мы ваши данные подадим, познакомимся, поговорим. Хорошо? Вас ждем. Спасибо. Алло. Да, добрый день. День добрый. Очень приятно смотреть за вашей передачей. Выражаю вам свое соболезнование. И считаю, что украинцам пора создавать такую же организацию, которую создали крымские татары. Саво, спасибо большое вам, спасибо. Алло. Алло, Да. добрый вечер. Вечер добрый. Добрый вечер. Я смотрю вашу телевизор, программу вашу. Ребята, а насколько вы реально согласны, если честно так вот, будете? Вы сомневаетесь? Нет, не сомневаюсь. Ну, в принципе, вот сам по себе факт. Вот перед мной человек перезвонил, допустим, да, сказал, что хочет вас заступить. Ну, насколько вы реально? Здесь большая часть, половина батальона уже сейчас, оно было в АТО. Большая часть. Приезжайте, подивитесь на нас, посмотрите. Приезжайте сюда. К вам сюда? Да, приезжайте. Это очень интересно, конечно. Ну а как? Спасибо большое, просто я не могу очень долго разговаривать на такие отвлеченные темы. Мы хотим всех послушать. Спасибо большое. Алло. Да. Добрый вечер. Вечер добрый. Можно передать привет и поддержать? Да, конечно, можно. Спасибо большое. Конечно. Можно вы в прямом эфире? Говорите, вы в прямом эфире, вы говорите. Я сам из Буковины, Черновцы. Хочу поддержать татарский народ. Хочу прямо сказать, в эфире поддержать всех ваших братьев. Алло. Да, я слушаю. Спасибо большое. Привет вам с Буковины. Салам алейкум. Алейкум. И поддержать вас всех. Спасибо. Спасибо. Мы тут на Украине, на Западе всегда верили в вас и будем верить. Спасибо. Вести кром вернем. Спасибо. Алло. Алло. Да.
Добрый вечер. Вечер добрый. Это телеканал, АТР, да. да, хочу сказать ребятам. Говорите, вы в эфире. Алло, добрый вечер. Да, говорите, мы вас слышим уже, и до этого слышали. Добрый вечер. Алло. Ладно, извините, вы, видимо, нас не слышите. Алло, да. Алло. Говорите. Да-да. Скажите, пожалуйста, Говорите, сразу говорите. Да-да. скажите, пожалуйста, вы не могли бы вот заниматься партизанской какой-нибудь деятельностью на территории Крыма? Конечно. Вам надо все рассказать по телефону? Или можете на слово поверить? Спасибо большое. Алло. Алло. Да-да. Это АТР? Да-да, так точно. Говорите. Алло, скажите, пожалуйста, сколько проживает крымских татар в Крыму? Сейчас было вообще, до оккупации было около 500 000. Отойдите от телевизора, просто вы, получается, будете слушать сейчас эфир. А скажите, сколько человек захватило парламент Крыма? Да вы знаете, я не считал, но я не знаю. 60 человек, правильно? Да, так. Ну, а почему в тот день не вышли все, их не окружили, и за уши оттуда не выкинули? Я понял. Вы, наверное, не смотрели эфир, да? Мы выкинули в тот день всех за уши. Выкинули. Но ночью, если вы помните, ночью зашел спецназ ГРУ туда, полностью в полной амуниции. Я вот сейчас хочу вам сказать, вы меня слышите сейчас, да? Слышите? Это всем тем, видимо, те, кто звонят, которые не знают, что происходило в тот момент в Крыму. В Крыму стояла 18-тысячная армия Украины. В Крыму стояла, это украинская армия. В Крыму было 2500 сотрудников СБУ, в том числе около 250 сотрудников Альфы. Я уже про прокуратуру вообще не говорю, сколько там сотрудников прокуратуры было, милиции и кого-то еще. Так вот, выбили из здания Совмина, выбили именно крымские татары. Но в ночь, когда зашел спецназ ГРУ, что должны были мирные крымские татары делать? Умереть там все? Такого опыта кого-то поджигать, кого-то убивать нет у крымских татар. Это все-таки мирный народ. Это сейчас мы можем рассуждать на темы, что мы уже сейчас можем рассуждать. Тогда мы ничего не могли сделать. Поэтому ни один из лидеров наших не толкал собственный народ на смерть. Мы ждали, что все-таки Украина каким-то образом сможет защититься, каким-то образом что-то сможет сделать тогда. Но, как мы увидели, что Могилев, который ходит сейчас по Киеву, он просто-напросто объяснил, вот мне, во всяком случае, он объяснил так, что если бы я что-то сделал, то русские бы все вышли, они были на патриотизме тогда, и в любом случае бы ничего не получилось. То есть Украина тогда договорилась на какой-то отрезок времени с оккупантом, в том числе и выпускала оттуда обезоруженных уже украинских солдат, выпускала их там позорно, обыскав их русский оккупант, положив на землю, чуть ли не сняв трусы, фактически выезжала украинская армия. Эти сейчас бойцы тоже здесь есть, в том числе и в нашем батальоне, но мы не очень как бы там к ним кислотой брызжем в этом вопросе, потому что все-таки у каждого есть своя мотивация, не буду сейчас об этом говорить. Те люди, которые должны были нас защищать, мирных граждан, и меня в том числе, не защитили. Но это не значит, что армия Украины вся такая. Вы видели, как армия Украины сражалась самоотверженно в Донецке, в Луганске, и поэтому просто так в тот момент не было, не летало, не стреляло, ничего. Во многих воинских частях не было вообще оружия, вообще никакого. Во многих воинских частях самого командира даже не было в частях, потому что они уже получили от ФСБ деньги и от ГРУ, и уже бросали все, на вагонах уже уезжали получать свои квартиры в Москве или там, где им эти квартиры. Да. То есть огромная зрада была такая в Украине. Украина вообще страна предательств, огромное количество предательств. Я надеюсь, что это последние предательства, которые были в Украине. Но, что хочу сказать, чтобы вы понимали, мы, крымские татары, всегда были готовы сражаться за Крым. Но мы все-таки люди с умом и определенным образом слушали наших все-таки президентов. И на тот момент был Турчинов, и Ценюк был тогда, Петр Алексеевич был тоже тогда. Слушали и понимали, что некоторые вещи нельзя было нам тогда, некоторые вещи нельзя было нам тогда делать в таком формате.
И Аллаха шкур, то, что Рифат ага, Мустафа ага приняли эти решения. Сейчас уже нет тех решений. Сейчас уже мы готовы сражаться, поверьте, и мы будем сражаться. Все те, кто там думает, что мы не готовы умирать, мы за собой поведем всю остальную украинскую армию, если потребуется, сейчас уже. Сейчас уже. А это всем, еще раз, тем оккупантам, которые думают сейчас какие-то карательные операции в Крыму сделать, или там под нашим соусом, или под каким-то другим проукраинским соусом там сделать. Мы здесь стоим не для этого. Мы хотим дождаться того момента, когда в Крым уже можно будет, на общемировом уровне будет принято решение, и Россия будет отдавать Крым. И вот в это время будем заходить, а не для того, чтобы с боем заходить туда и там резать кого-то, там чьи-то головы. Нет. Мы все-таки как остались все-таки трезвыми, умными, здравыми людьми. Но, чтобы вы понимали, мы не собираемся терпеть, ждать. Если там будет проливаться кровь крымских татар, мы зайдем раньше, еще раз повторяю. Мы не для того рождены нашими матерями и отцами, чтобы терпеть, как у наших братьев и сестер убивают. Поэтому мы это не позволим сделать. И вся Украина это не позволит сделать. Поверьте, мы знаем патриотическую Украину. Хотя у нас и ваты тоже в Украине достаточно. Но это не значит, что вся остальная Украина будет терпеть. И нам не нужны будут чьи-то приказы министров обороны и кого-то еще. Это сигнал вам всем. Пока мы еще без номера воинской части, пока мы еще такие. Но у нас есть свои лидеры с Мустафа ага и Рифат ага. Если они нам прикажут заходить в этот день, мы зайдем, чтобы вы знали. Я хотел бы, чтобы вы все-таки не настраивали себя все-таки на военный формат того, что будет происходить в Крыму. Я сейчас не хочу, чтобы там многие из вас там, сидя дома, там испугались там, или кому-то станет плохо. Нет. Все-таки мы рассчитываем, что мировое сообщество давит на Крым и давит очень серьезно, и давит на Россию. На Крым отдельно, на Россию еще все отдельно. И давит на всех тех представителей, прокремлевских этих всех представителей, которые невменяемые на сегодняшний день действительно. Они уже недоговорные. Они уже видите, что происходит сейчас на общей мировой арене. Я вам что буду пересказывать, все, что вы, если вы смотрите свободные СМИ. Нам, помните, я говорил всем тем, что когда будет закрываться АТР, это будет последняя точка после той, которая свобода слова погасла, и все. И вот в это время будет провал. Многие из вас говорили, в том числе и те, которые работают в Муфтияте, говорили, Ленур, Сембухадар прям кетко найтаться, не надо так резко, давай найдем другой формат. И при Украине же тоже было ГТРК, и там тоже было какое-то время для крымско-татарского телеканала. Выжили же мы тогда. Тогда мы говорили уже потому что мы уже чувствовали, мы тогда говорили, что этот телеканал не будет прокрымским татарским или там проукраинским, не будет. Тот, который Код ТВ мы его называем в народе. Не будет. Вы посмотрите репортажи после обысков крымских татар, что они показывали, вы видели. Они показывали и уже называют этих ребят, которых только арестовали, уже называют террористами и экстремистами. Вы это видели. Поэтому все, что происходит, придет по накатанной. Есть звонок. Алло, да. Алло. Да, говорите. Это передача. Да, на передачу. А почему Крымнан телефон начал? Моя КМС, что-то я, видимо... Кто там провокатором много вашей передачи? Еще раз? Провокатором много вашей передачи. Так. Так, все вы там русские виноватые. А почему ж вы сбежали из Крыма тогда? Мы сбежали. Вы сейчас такие серьезные. От Крыма сбежали. А теперь вы хотите войну обратно. Вы знаете, что Ваня русский никогда не попустится. Что сделаешь, Ваня Русский? Что Ваня Русский сделал? Вы говорите, что будете не сажать у всех. А Ваня Русский вы подасте. Россия, вы знаете, Россия шутить нельзя. Хорошо, а вы с Украины, вы в Украине живете, я вижу, да? А вы русская... Да. Вы такая, наша украинская ватница такая, да? Вы за Россию? А что вы бросили телефон сразу? У нас у вас телефон остался, не беспокойтесь. А что вы так бросили телефон? Чего вы так бросили телефон? Духу уже хватило позвонить с украинского номера. Если так хотите в России жить, езжайте в Россию. В чем проблема? Зачем вам, что в Украине делаете? Езжайте в Россию. То есть вы хотите в свободной Украине жить, вот так звонить? Алло. Да. Алло. Да, вечер добрый. Я попала на телеканал. Да, так точно. ЦРТР. АТР, да.
Вы говорите без остановки, просто говорите. Україні. Героям слава. Героям слава. Я вам бажаю, хлопці, щоб ви перемогли в своїй війні. Дякуємо. Я вам бажаю, щоб ви перемогли в своїй війні. Дякуємо вам, Я дякуємо. вас підтримую завжди. Спасибо, спасибо. Нет. Алло. Говорите. Алло. Алло, Да-да. алло, мне на АТР соединить? Да, соединили, говорите. Да, алло, салям алейкум. Алейкум салям. Буридван или Тополген, где телефон açık. Ридван ага, салям алейкум. Буридван или Toполgen eştin mi? Bu sizce açan adamlar provokasyon edeli. Siz kasiyet etmeyiniz. Allah Teala yardım ediyor. Bu çok provokatörler var. Onlara para verip sizce telefon açıyorlar. Ben size ручаюсь. Люди, которые наносят негатив вам по телефону, говорят, что вы такие бежали с Крыма. Крымское ханство никогда в жизни не бежало. Вот, она никогда не... Да, Озалда. Ne için Kırım'dan kimse telefon açmıyor? Видимо, просто çareniz yok da çünkü telefon açmaya или просто telefon bağlanmıyor da bizden beraber. Попробуйте Крым карточкадан телефон açsanız, попробуйте на этот номер блокады набрать, баллар. У нас... Алло. Да. Здравствуйте. Здравствуйте. Телеканал АТР. Да, так точно. Вы говорите, не слушайте то, что в эфире. Вы уже в эфире. Алло. Да, говорите, все без остановки. Добрый день. Очень рад, что до вас дозвонился. Я, конечно, рад, что вы хотите освободить Крым. Я тоже Крым люблю, поддерживаю вас. Так бы хотелось бы, чтобы Крым вернулся в состав Украины. Вернется. И любимый Крым этот. Ну вот скажите, як ви зможете того Путіна оттуда вигнати? В нього сила така. Я понял. Вы отойдите от телеканала, отойдите от телевизора, отойдите. Сейчас я вам скажу. Ага, спасибо, я слушаю вас. Хорошо, я, в принципе, вам в камеру скажу. Вы вспомните афганцев, тех, которые боссы, босоногие, с шлепками, без оружия, без ничего, смогли отбить советскую армию тогда, если вы помните. Да, погибло какое-то количество, определенное количество погибло шахидами этих ребят. Но они отбили, и русская армия отступила, советская армия тогда. Там и украинцы были, и грузины, и все в этой советской армии. Отступили тогда. Вспомните, возьмите чеченскую войну. Сколько хотели взять наскоком тогда, вспомните. Да, если у народа есть оружие, если у народа есть воля сражаться, воля к победе, этот народ никто победить не сможет, ни Путин, ни кто-то еще, никогда. Мы просто, чтобы вы понимали, у крымских татар всегда при старой Украине, при старой украинской власти, не буду говорить Украине, при старой украинской власти, нас всегда держали на какой-то дистанции, и нас постоянно обвиняли в том, что мы хотим к Турции присоединиться, и что-то еще. И нас постоянно вот эти вот ФСБ, а потом СБУ таким образом кошмарило. На Мустафу Джемилева 18 уголовных дел было открыто. Мы каждый год 18 мая с боем выбивали. АТР лицензию выбивали с боем. У нас лицензия на вещание была Симферополь, Симферопольский район. Могилев пачками трёс тогда говорил, что мы это то сделаем, это сделаем. Мустафа постоянно каким-то образом подвергался опасности. Вы знаете, не знаете, на крымских татар нападали, убивали в Крыму крымских татар. Это убивали вот эти вот пророссийские силы от лица СБУ, того СБУ, старого этого, Якименсковского СБУ, и сегодняшнего. И вся эта власть работала на уничтожение крымских татар. Почему не было ни одного командира в воинских частях крымско-татарского? Ни одного не было. Почему не было ни одного даже хотя бы зама силовиков крымского татарина? Нет. Брали самых, те, которые блеяли в унисон. И сегодняшняя российская власть также делает. Берет самых слабых крымских татар для того, чтобы просто они махали ручкой и изображали из себя воинов там или кого-то еще. Это все массовка.
для российских телеканалов. Вот вы видите здесь настоящих воинов. Те, которые не думают о каких-то богатствах, или каких-то постах в Киеве, или там в Крыму. Мы идем в Крым, к себе домой. И мы придем в Крым к себе домой. Точно так же, как Чернигов у себя дома, точно так же, как луганчане у себя дома, или там Донецк у себя дома. Те, которые придут в Донецк, вернутся, те, которые сейчас в Киеве находятся. Или там Чернигов. Поэтому мы должны, это каждый, если мы это не начнем, коренной жители, вы все остальные, когда вы кладете руку на сердце, кладете и думаете о Крыме, что вы вспоминаете в это время о Крыме? Вы вспоминаете отдых, вы вспоминаете море, вы вспоминаете там любовь какую-то свою юношескую, или там детство какое-то, чебуреки, что-то еще. А мы, когда кладем руку на сердце, мы вспоминаем нашу родину, наши родники, наши слезы наших стариков, могилы наших стариков мы вспоминаем, деревья, которые они посадили, и нашу историю. У нас коренная история. Вот даже находясь здесь, я когда выезжаю в Киев отсюда с Чонгара, я чувствую, что я уехал не туда. Я здесь нахожусь дома, вот на этом вот кусочке земли, потому что здесь тоже Крым. И пусть там не обижается Новоалексеевка там, или там Чонгар. Нам не нужны никакие чужие земли. Мы ничего не хотим ни от кого. Мы хотим в Крым. И все те, кто в Киеве находится, они тоже потихонечку начинают ассимилироваться там. В том числе и крымские татары. Не потому, что Киев плохой, нет. Киев очень сейчас любит крымских татар. И очень хорошо относится в Украине сейчас к крымским татарам. Но мы не должны думать о всей Украине в плане того, что мы там должны жить, обустраиваться, строить дома, квартиры. Будут и такие, конечно. Но мы должны думать, как мы вернемся домой. Там наш дом, там наша земля. И там мы должны вернуть Украину, вильную Украину в Крым. На своих плечах. На плечах всех тех, кто вышел с позором, украинская армия, та, которая вышла с позором, она должна вернуться к нам, присоединиться и с нами вместе зайти туда. Или это сделаем мы всей Украиной, или мы сделаем это только мы крымско-татарским батальоном пойдем. Умрем там, всем нам назидание. Если потребуется, Мустафа даст приказ, мы все зайдем туда. В 1 час. И это, чтобы вы все знали тоже. Для нас нет других, на самом деле, никаких командиров, кроме Мустафа. Поэтому все те, кто патриотически кричал ему дифирамбы там, все они сейчас в правительстве сидят. Всех будем выковыривать, как гусеницы из дупла. Всех. А если Украина не поддержит, найдутся у нас на самом международном уровне тоже силы, которые снимут этого президента, и это правительство, если потребуется, которое не защитит крымских татар в освободительной войне за свою родину. Вот вы, наверное, услышали я то, что хотел сказать. Чох сау у нас. Сколько мы времени в эфире уже, ребят? Час? Алло. 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 Алло, говорите. Алло. Да-да. А что вы отвечаете за крымчан? Крымчане проголосовали. Крымчане проголосовали за Россию. Что вы за Крым отвечаете? Ну, я вообще... Нам можно же представиться, сказать, как вас зовут сначала, потом наезжать. Как вас зовут? Вы живете в Вильной Украине, как вас зовут, скажите? И не отвечаете. Как вас зовут, скажите? Ни за что. Как вас зовут? За Донбасс и за Крым. Как вас зовут, скажите? Если Донбасс бомбят, что вы за Донбасс отвечаете? Как вас зовут? Что, у вас имени нет? Придумайте какое-то имя для себя, если вы собственным именем не можете называться. Стриптизерши в цирке обязательно придумают какое-то имя для себя. Иначе что вы там так звоните просто так? В Вильной Украине живете. Никто вас убивать за это не будет, за вашу позицию. Можете нас не любить, любить мы не девочки, для того, чтобы нас любили. У вас есть своя позиция, вы живете в Донбассе, и вам нравится вот этот русский мир в Донбассе? Я что-то сомневаюсь. Алло. Да. Алло, Да-да. это телефон вижу на телевизоре. Да-да, говорите, вы в эфире. Да, алло. Да, говорите. Я в эфире? Да, выключите телевизор, выключите на секунду просто. В эфире вы, выключите его. Да, понятно. Смотрите, я живу в Хмельницкой области. Меня зовут Алексей. Я воевал, я воевал против русских в Донбассе. Я готов вас поддержать, готов воевать вместе с вами плечо о плечо против этих оккупантов. Спасибо, давайте приезжайте к нам сюда. На Чонгар приезжайте с паспортом, приезжайте. Мы с вами здесь поговорим. Есть поезд
Киев-Новоалексеевка едет. Добраться сможете? Алло. Я понял, Все, есть. Конец связи. Алло. Да я найду, смогу, Все, есть. Ждем вас, ждем. Алло, говорите. Алло. Да-да. Добрый вечер. Вечер добрый. Я звоню вам из Краматорска, Донецкая область. Да, Хочу вам сказать, я хочу вам выразить большую благодарность. Хочу вам сказать. вы микрофон, плохо слышно вас. Ага. Так слышно хорошо? Да, так слышно хорошо. Значит, я хочу сказать вам слова Сергея Негасяна, который один из первых погиб в Небесном Сотне. Хай Бог вам помогает.